Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Для абитуриентов в эти дни горячая пора. В главном вузе республики, как и везде, стартовала приемная кампания на новый учебный год. Какие изменения ждут поступающих, какие новые специальности появились в университете, узнаем у нашего гостя студии. Это ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев. Анатолий Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Как началась работа приемной кампании в этом году? Ну, мы очень рады, что в этом году мы воочию можем видеть некоторых наших студентов, абитуриентов, да, которые хотят стать нашими студентами воочию, да, потому что в течение 2 последних лет мы их не видели, они отправляли через онлайн-режим, да, через суперсервис, поступая в ВУЗ. Но сейчас уже многие, видимо, соскучились, да, и первые дни приемной кампании уже абитуриенты сами уже принесли свои документы, да, и вот таким образом 20 июня у нас началась приемная кампания. Ну, особых изменений в этом году нет, да, то же самое, что и в прошлом году, да, но в прошлом году у нас в связи с пандемией мы просто-напросто, ну, не запретили, а просто у нас приема в очном режиме документов не было, да, а все остальное сохранилось так же, как и в прошлом году. Ну, в этом году изменения такие, что ну, чуть-чуть увеличились почти более чем на 300 бюджетных мест у нас бюджетные места по всем направлениям, да, в основном по магистерским программам. А так уже ну, в таком же привычном ритме у нас уже более 1600 заявлений поступило, да, ну и в нормальном ритме мы как стандартно работаем. Какие направления самые популярные среди абитуриентов? Ну, всегда были популярны это у нас инженерные направления, да, направление вот медицина у нас всегда пользуется большой популярностью, да, и, конечно, мы не забываем о гуманитарных направлениях, да, и, конечно, очень рады то, что у нас усилились в этом направлении работы не только по образовательной части, но и научно-исследовательской части. Да, и в этом плане они становятся более вот такими популярными. И то, что сейчас новая программа по гостиничному делу и так далее мы открываем, но это показывает то, что гуманитарное направление тоже имеет очень большой интерес для абитуриентов. Скажите, а какие новые образовательные программы в этот раз появились у нас в ВУЗе? Ну, я уже сказал по гостиничному делу, да, у нас еще продвижение по инженерным направлениям. Это обычно у нас автодорожный факультет, инженерно-технический факультет, да, у нас направление по IT тоже сейчас достаточно неплохо развивается, да, и каждый год у нас где-то от 10 до 15 новых программ мы открываем, да, если кому-то интересно, да, то у нас все более подробно на сайте находится, да, можно просто открыть, да. Кроме этого, у нас появились новые совместные образовательные программы с ближайшими странами, да, это с Кыргызской Народной с Республикой Кыргызстан, с Китайской Народной Республикой и так далее. Ну, достаточно интересные программы, да, мы стараемся, чтобы наши программы были наиболее востребованы для абитуриентов, да, ну, для студентов, да, чтобы они подготовились и стали очень хорошими конкурентоспособными кадрами для республики и для всей страны. Анатолий Николаевич, ну вот приемная кампания, и сразу вспоминается, что действительно люди, которые окончили школу, поступают на направление бакалавриата или специалитета. Также есть направление магистратуры. Но почему-то все забывают о аспирантуре или говорят они не так часто. Может быть, вы расскажете нам о ней? Ну, аспирантура – это особое направление, да, тут, конечно, для того, чтобы поступить в аспирантуру, нужно или закончить специалитет, да, или магистратуру, потому что для того, чтобы поступить в магистратуру, нужно иметь определенный багаж, да, во время обучения и иметь достаточно хорошую базу для того, чтобы уже самостоятельно начать свою научную деятельность, да, и сейчас мы много разговариваем о том, чтобы усилить работу в аспирантуре, да, это чтобы обучение в аспирантуре не закончилось просто там дипломом об окончании аспирантуры, да, а закончилось конкретно уже защитой кандидатской диссертации, да, и, конечно, мы работаем в этом направлении, да, и не только мы, да, но и все ведущие вузы, и даже сейчас
Академические институты уже на самом высоком уровне говорят о том, чтобы усилить вообще аспирантское направление. Но, к сожалению, у нас кардинального изменения бюджетных мест по аспирантуре пока нет. Ну, естественно, невозможно сотнями готовить будущих кандидатов наук. Да, это, конечно, не так требуется, да, потому что все-таки кандидат наук — это человек, который в будущем посвятит себя какой-то научной тематике, да, который в будущем будет учить те или иные актуальные научные проблемы и в последующем открывать новые направления, делая свою будущую докторскую работу. Все-таки это определенная, ну, извиняюсь за это слово, каста людей, которые в будущую свою жизнь посвятить определенной области научных исследований. Ну, в этом плане, конечно, широкая подготовка кадров, которые только будут заниматься наукой, все-таки кто-то должен заниматься и производством в других организациях, да, и сотнями кандидатов наук, конечно, не нужно для социально-экономического развития. Но, конечно, в прорывных направлениях, да, нам необходимо, чтобы кадры были очень достаточно высокой подготовки. И в этом плане, тем более сейчас много говорят об импортозамещении, о разработке отечественной продукции и так далее. И в этом плане, конечно, мы должны усиливать работу и в аспирантов. Не количество, а качество. Для нас это наиболее важно. Но прежде чем кем-то стать, необходимо получить образование. Когда и как пройдет основной этап зачисления в этом году? Ну, очень надеемся, что сейчас пандемия сойдет на нет, да, и вы все знаете, что и позапрошлом году, и в прошлом году у нас были сдвиги по срокам зачисления, тогда как мы вначале уже думали, что 20 июня начинали, а потом уже зачисление, первый этап зачисления, это те абитуриенты, которые поступают без вступительных испытаний и с особыми условиями, это где-то конец июля, где-то 28-9 у нас будет зачисление, да. А в начале августа, где-то до 3 августа мы сделаем списки, поступающих по общим спискам, по общему конкурсу, да, и где-то числа 8-9 мы уже выйдет приказ, будет заседание комиссии, да, и выйдет приказ о зачислении по всем основным программам. Ну и в течение августа у нас будут выходить приказы о зачислении на коммерческой основе. Ну, в отличие от позапрошлого года, в прошлом году было то, что до 2020 года у нас было 2 зачисления, первый поток зачисления, второй поток зачисления. Да, в прошлом году стал вот 1 поток зачисления, в этом году вот также та же ситуация сохраняется, у нас будет 1 поток зачисления, не будет второго потока, да, но если останутся бюджетные места, да, как и в прошлом году, мы сделаем дополнительные зачисления, дополнительные конкурсы, да, и на этой основе мы, конечно, закроем, как и в прошлом году, все наши бюджетные места. Ну, бюджетных мест достаточно много стало, да, у нас уже почти где-то 4500 только бюджетных мест, да, и, надеюсь, по наиболее интересным программам нам последние, где-то в середине июня еще добавили, да, но на магические направления, это в основном направление на IT, на физику добавили, да, и добавили на медицинское направление. Ну, надеюсь, вот этих программ будет достаточно, да, чтобы заинтересовать наших будущих студентов, да, чтобы они поступили к нам в Северо-Восточный федеральный университет. Давайте тогда поговорим действительно о бюджетных местах, потому что в этом году университет выделил и бюджетные места для детей военных. Расскажите об этом, пожалуйста. Мы, конечно же, поддерживаем нашего президента, поддерживаем все сообщество ректоров, да, которые как один поддержало нашего лидера, ректорского сообщества. Виктор Антонович Садовничий был совет ректоров, да, где я тоже принял участие, да, и был призыв о том, чтобы мы выделили места в помощь именно людей, которые участвуют в специальной военной операции. До вот этого момента, да, мы общались с Министерством обороны, да, и сами тоже выделили 50 мест, да, на определенные направления, да, но после этого поступил приказ от нашего курирующего министерства, Миноборнауки Российской Федерации, да, и в том, чтобы 10% мест по специалитету и бакалавриату выделить на детей, людей, которые участвуют в специальной операции. Мы выделили где-то 320 мест
в целом, да, по вот этим направлениям, да, и я надеюсь, что это будет определенная помощь в поддержку людей, которые выполняют свой долг перед Родиной. Скажите, а как события последних нескольких месяцев повлияли на прием документов у иностранных студентов? Стало ли их меньше? У иностранных студентов, наоборот, я бы не сказал, что их стало меньше. Да, мы в этом году уже несколько сотен иностранных студентов из других государств хотят поступить в наш университет. Это нас очень радует. Конечно же, очень большой запрос из Китайской Народной Республики, из стран СНГ. Египет очень интересует, вот, особенно на медицинское направление. И очень надеемся, что сейчас уже у нас почти 800 иностранных студентов обучается, да, их в ближайший год-два будет где-то около 1000, может быть, даже больше. Ну, конечно, мы этому радуемся, да, то, что университет становится привлекательным не только для студентов из нашей республики, может быть, даже из сопредельных субъектов Российской Федерации, но и в большей степени для студентов из других государств. Но это показывает то, что университет развивает в правильном направлении, то, что мы узнаваемы не только в нашей стране, да, но и далеко за пределами нашей страны. Это и африканские страны, страны Южной Америки, азиатские страны. Ну и, конечно, вот в этом плане очень рад, то, что наше направление подготовки, качество подготовки студентов идет достаточно хорошо, да, и в рейтингах и так далее. Мы действительно неплохо продвинулись, да, и это все показывает то, что мы конкурентоспособны на образовательном рынке, да, и занимаем неплохие места и в рейтинге внутри Российской Федерации. И в завершении нашей с вами беседы скажите, в чем преимущество Северо-Восточного федерального университета перед другими вузами и почему стоит поступать именно в главный вуз нашей республики? Ну, вуз действительно полномерно развивается, да, мы стараемся быть интересными для наших студентов, мы все это делаем для наших студентов. Все-таки мы один из лучших социально ориентированных университетов, да. Молодежное движение полностью поддерживает, да. Мы наши программы делаем более гибкими, да, чтобы совместно с нашими работодателями, да, разрабатывать все новые интересные программы, да, и все новые актуальные программы. Проводим много мероприятий, прорабатываем совместные программы, сетевые программы, программы через онлайн, гибридные формы общения, да, ну и, конечно же, вторая часть дня, ну, как бы называем, внеучебная работа, как в школе говорят, да, это третья миссия университета, она тоже неплохо поставлена, да, и с молодежью мы работаем достаточно хорошо, и вот эта интересная жизнь, интересная работа нашего университета, видимо, становится наиболее привлекательной. Приходишь не только обучаться и сидеть в аудиториях, да, но и провести 4-5, а то и 6 лет своей активной жизни, впитывая не только знания именно тех направлений, в которые они поступили, а знакомиться, стать активными, да, узнаваемыми, да, и даже, может быть, даже тут открыть свое дело и даже продвигаться во взрослую уже самостоятельную жизнь. В этом плане мы активны, поэтому, наверное, мы конкурентоспособны, и добро пожаловать в Северо-Восточный федеральный университет. Будем надеяться, что это действительно так. Благодарю вас, Анатолий Николаевич, за содержательную беседу и спасибо, что стали гостем нашего интервью. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня мы говорили о приемной кампании Северо-Восточного федерального университета. Помните, что учиться никогда не поздно. До встречи.